Сегодня к вам приходит божественное послание. Бог провозгласил, что следующие 5 дней станут каскадом беспрецедентной милости, возможностей и благословений. Он также предсказывает, что это явление будет более распространенным, чем когда-либо. Это откровение пришло через потоковое сообщение и стало для вас прямым следствием. По мере развития этих событий приготовьтесь пережить необычайные события, которые наверняка удивят вас, когда вы испытаете их самостоятельно, продемонстрировав истинное величие Господа всего за несколько дней. Те, кто искренне ищет убежище в Его святилище, получат множество наград. Станьте свидетелем невероятных возможностей, которые Бог предоставляет вам, возможностей, которые, возможно, долгое время ускользали от вас. Внезапно ваша жизнь наполнится замечательным прогрессом. Когда вы доверитесь Богу и позволите Ему управлять вашей жизнью, вы станете свидетелем того, как Его влияние пронизывает каждый аспект вашей личности. Он возьмет на себя ответственность за вашу позицию с целью отразить ее влияние на вашу повседневную жизнь. Имейте в виду, дорогой Небесный Отец, что ничто в мире не может сравниться с той любовью, которую вы испытываете к своим детям. Никакая другая сила не сможет заполнить пустоту или удовлетворить потребности, которые удовлетворяет ваша любовь. Каждое сердце полно любви и восторга, поэтому ваша милость и любовь не знают границ. Пусть мы будем вечно благодарны за обильные дары, которые Ты нам даровал. Посмотрите это видео до конца, чтобы увидеть чудеса, меняющие жизнь. Пусть Бог надежды, Его безграничная радость и мир, а также Святой Дух, источник всего добра, и зальются в вашу жизнь, когда вы непоколебимо доверяете Ему. Пусть Бог надежды и Его непоколебимое доверие к Нему наполнят вас бесконечной радостью и миром, даже перед лицом, казалось бы, непреодолимых проблем. Господь уверяет свой народ, что путь к бегству будет найден. Вы получите надежду, силу и восстановление. Будьте уверены, что Он позаботится обо всем и вернет вам полное здоровье. Чуть больше, чем через месяц вы заметите, что ваше нынешнее окружение не способствует росту, и оно изменит вашу жизнь по сравнению с предыдущим состоянием. В результате мир вокруг вас претерпевает глубокие изменения, личное пространство, внутренний мир и материальные блага. Для тех, кто ищет существенных перемен в своей жизни, необходима настойчивая молитва и доверие к высшей силе. Приняв участие хотя бы в одном из этих мероприятий, вы будете ближе к улучшению условий, упомянутых выше. Я буду с вами, поэтому поддержите и поделитесь этим видео, если верите в Бога. Когда будешь плыть по водным путям, реки не унесут тебя и воды не захлестнут тебя. Даже когда придет время пересечь чужие моря, не приняв мер предосторожности, я буду рядом с тобой. Выходя в огонь, избегайте риска возгорания и ожогов. В этом случае пламя не сможет его поджечь. Это по-прежнему будет действовать в следующем году, независимо от вашего уровня самообороны. По словам Иисуса, вы испытаете безмерное изобилие благословений, богатство, процветание и любовь, превосходящую человеческое понимание. Все ваши самые смелые мечты воплотятся в жизнь в следующем году. Кроме того, Он обещает, что каждое ее желание будет исполнено. Иисус высвобождает слезы печали и сожаления, которые вы так долго сдерживали, используя свою мантию, чтобы вытереть их, потому что Он точно понимает, что вы испытываете.
Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы насладиться вечным спокойствием и богатством, которые вас ждут. Выражение благодарности на сумму до $100 может стать прекрасным жестом любви и признательности. Прямо сейчас Бог разрабатывает план для вашей пользы. Небесные существа рассудительны, а ангелы-хранители внимательно наблюдают за вами. Все эти события происходят прямо сейчас. Надеюсь, что бы ни случилось, это пойдет вам на пользу. Следующая неделя обещает стать самой удивительной и интересной в вашей жизни. Приятно подумать о множестве преимуществ, которые вы можете получить от этого. Все ваши молитвы достигнут его ушей, препятствия рухнут, образуются новые связи, сбудутся мечты и осуществятся ваши стремления. Я решу ситуацию в вашу пользу. Пожалуйста, будьте терпеливы со мной, времена для меня трудные. В Тебе я нахожу утешение и на Тебя уповаю, Господь. Пусть все жители земли знают это, однако я буду свидетельствовать о Твоей силе песней. Что бы вас ни беспокоило или огорчало, Бог обещает, что со временем это прекратится. Любовь, радость, смех и бесконечное количество других благ постепенно заменят годы. Сила восстановления и омоложения находится внутри вас, и вам предстоит пережить самые процветающие и плодотворные дни в вашей жизни. Независимо от того, как низко вы упали, у вас есть возможность подняться и восстановиться, если вы воспользуетесь этой возможностью. Любовь Божия, олицетворенная в Иисусе Христе, Господе нашим, превосходит все во Вселенной. Это потому, что Божья любовь коренится в Иисусе Христе. Поскольку Христос Иисус, Господь наш, олицетворяет любовь Божию, мы не можем отделить себя от Него. Сейчас самое время подготовиться к благословению, которое изменит вашу жизнь. Сегодня вечером, благодаря Божьему вмешательству и восстановительному прикосновению, произойдут необычайные события. Время и возможности в сочетании с небольшой удачей вот-вот изменят ход вашей жизни. Поэтому будьте готовы Ему доверять и ценить Его. Такой день наступит послезавтра. Ваши враги будут поражены тем, что Бог собирается совершить в вашей жизни, заставив их усомниться в стабильности вашего мира. Причина этого момента в том, что Бог собирается сделать что-то необыкновенное в вашей жизни. Никогда не забывайте, что ваш чемпион и боевой командир – никто иной, как Господь, ваш Бог, который не только идет впереди вас, но и сражается за вас. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, напишите «Аминь», если вы так думаете. Когда кажется, что выхода из этой сложной ситуации нет, вспомни, что я Верховное Божество всех возможных решений. Это то, что объявил Господь, чтобы я мог быть вам полезен. Я не хочу быть свидетелем твоих страданий, я умоляю вас молиться об этом. Продолжайте молиться, пока не станете свидетелем перемен, которых ищете, потому что чудеса происходят каждый день. Пусть надежда на лучшее будущее никогда не угаснет из вашей головы. Бог может кардинально и быстро изменить вашу жизнь, чтобы вы обрели мир. «Я давал руководство во всех делах», провозглашает Бог. Будьте готовы к трудностям, они неизбежны, поскольку невзгоды являются неотъемлемой частью жизни. Однако, как и в любой другой сфере жизни, этого все же возможно достичь. Я одержал победу в этом конфликте, чтобы моя жизнь была наполнена хорошими моментами,
и хорошими словами, что позволило мне достичь цели жить жизнью удовлетворения и спокойствия. Дочь моя, ты слишком много волнуешься. Бог советует молодому человеку: имейте в виду, что вы способны справиться с любой проблемой, которая встретится на вашем пути. Я буду хранить этих людей в своих молитвах. На данный момент они все в моем молитвенном списке. Кто-то просит меня о чуде, чтобы достичь, казалось бы, невозможного и найти ключ, казалось бы, закрытым дверям. Никто, кроме Бога, не обладает необходимыми способностями. Настал долгожданный момент, и я имею удовольствие вам о нем сообщить. Ваше нынешнее эмоциональное состояние не скрыто от меня. Будьте уверены, мое благословение уже на пути к вам. Не волнуйтесь, что пропустите его. Мой день не был бы полным без тебя. Издавая эти указы, Бог демонстрирует свою веру. Добродетели верности в молитве, радости в надежде и терпения в страданиях станут частью нас. Возможность прочитать это указывает на то, что ваша энергия используется по-другому, и чтение этой информации дополнительно поддерживает это изменение. Неважно, нравитесь ли вашему романтическому партнеру вы или ваша компания. Успешные события придут к вам в свое время. Что бы ни случилось в реальной жизни, вы всегда будете в восторге от результата. Несмотря ни на что, вы не почувствуете ничего, кроме чистой радости. Так сказал Бог. Позвольте мне служить вам. Все, что я прошу, это спросить себя в свете этого, есть ли способ выделиться и в то же время помочь своим соседям. Они могли бы быть очень счастливы. Благодаря этому вы будете ярко сиять и будете в центре внимания. Ты будешь чтить мое имя и станешь ближе ко мне, поскольку мы оба станем более незащищенными. Поскольку это углубляет наши чувства связи друг с другом, это укрепит нашу связь. Не бойся, сынок, мой план не причинит тебе вреда. Оставайтесь верными своему пути и не позволяйте никому убедить вас, что работа тяжелая или что вы недостаточно хороши, чтобы получить то, что хотите. Если вы не будете осторожны, спешка может вызвать у вас чувство вины и заставить вас упустить из виду свои цели. Внезапно у вас появляется множество вариантов вместо того, что, казалось, вас во всех отношениях таило. На этом этапе вашей истории все начнет казаться более удачным и успешным, и это изменит тот факт, что все сложилось чудесно. Чтобы выразить свою уверенность, напишите «Аминь». Переход к следующему этапу вашей жизни требует доверия вещам, которые не сразу очевидны, большей веры и скептицизма и т.д. На следующем этапе вы испытаете благословение. Ваша дальнейшая жизнь – это дар Божий, и вы должны быть за него благодарны. В не столь отдаленном будущем случайность в этом вопросе не имеет никакого влияния. Вас ждет удача, которая навсегда изменит ход вашей жизни. Медитация помогает людям быть более прозрачными и честными с самими собой. В результате настоящие любовные отношения будут процветать. Помимо улучшения текущего финансового положения, это также ускорит процесс развития настоящей связи между вами двумя на молекулярном уровне. Исцеление может происходить по мере развития экстрасенсорных способностей. Вы можете почувствовать толчки или скачки напряжения. Если вы собираетесь выполнить задачу, которая стала для вас серьезным источником стресса на работе, у вас есть несколько возможностей.
Поскольку ваша цель не состоит в том, чтобы все поняли то, что вы говорите, вполне уместно, что некоторых людей сбивает с толку то, что вы выражаете. Поскольку вы важны для меня, и я желаю вам всего наилучшего, я полностью понимаю, через что вы проходите, и могу понять это. Теперь могу сказать, что знаю о вашей ситуации. По этой причине, вместо того, чтобы полагаться на свой опыт и осмотрительность, его доверие к Господу с годами укрепилось, и он отказывается проявлять малейший скептицизм относительно правдивости своих обещаний. Чтобы существовать, он дал это вам. Вместо этого вы должны иметь полную веру в Господа и доверять Ему превыше всего. Вовлечение Бога в вашу жизнь и ваши усилия, если вы даете Ему на это разрешение, приведет вас к принятию лучших решений. Если вы включаете Бога во все, что делаете, Он будет направлять ваши действия так, чтобы они принесли вам наибольшую пользу. На протяжении всей этой недели Бог будет демонстрировать вам свою непоколебимую поддержку всеми возможными способами. Для моих ребят как можно скорее ваше здоровье, работа, отношения и финансы бизнеса – это лишь некоторые из областей, на которые могут повлиять эти изменения. Очень скоро во всех этих сферах вашей жизни произойдет улучшение рынка. Во времена бедствия молитва всегда должна иметь приоритет, независимо от характера страдания, физического, душевного или духовного. По той простой причине, что это прекрасный заменитель. Мы, христиане, имеем это в своем распоряжении, независимо от того, является ли страдание умственным, эмоциональным или духовным. Это по-прежнему верно, хотя вы, возможно, не понимаете, как я руковожу вашими действиями. Хоть у меня и есть фантастический план на всю оставшуюся жизнь, это не меняет того факта, что я контролирую каждое твое движение. У меня есть фантастический план на всю оставшуюся жизнь, даже если ты не можешь его понять. Это все еще правда. Однако знайте, что ваша ситуация меня не удивила. По крайней мере, я точно так же сделаю все возможное, чтобы система была создана с учетом ваших интересов. Это понимание имеет решающее значение для вас. Наличие такой степени понимания имеет решающее значение, поскольку оно означает, что вы приближаетесь ко всему, что стоит на пути вашего прогресса и достижения ваших амбиций, включая горы и крепости. Когда весь дым рассеется, все наконец-то будет идеально, потому что я всегда достигал цели. Все ваши желания и амбиции сбудутся по мере укрепления вашей веры. И по мере вашего продвижения по жизни вам будет представлено множество удивительных возможностей и впечатлений. Зная тебя, я могу с абсолютной уверенностью сказать, что ты способен на гораздо большее, чем я когда-либо мог себе представить. Твои способности превосходят мои самые смелые ожидания, и я не могу быть в этом более уверен. Ты способен на гораздо большее, чем я когда-либо мечтал, и я знаю это, потому что мы друзья. На самом деле, я доверяю тебе, вот почему я знаю тебя. Ты способен на большее, чем я когда-либо мог себе представить. Что-то мне подсказывает, что ты можешь сделать для тебя больше, чем я когда-либо мог мечтать или представить. Ваши способности заставляют меня поверить, что вы способны на большее, чем я мог себе представить. Все указывает на то, что вы способны на гораздо большее, чем могли достичь мои самые амбициозные амбиции. Вскоре страдания закончатся, и я исполню все ваши желания, и даже больше, открыв шлюзы рая.
Я собираюсь высвободить все благословения, которых вы ждали и о которых молились. Я одарю вас всеми благами, которые могут предложить небеса одним махом. Вскоре у вас появится возможность обрести любовь, богатство и исцеление. Не говоря уже о том, что двери откроются и откроют невероятные новые возможности. Эти возможности будут представлены вам в ближайшее время. Как Он проповедует Евангелие Царства Божьего по всему миру. Иисус Христос исцелил многих людей, которые были больны грехом, смертью или другими тяжелыми болезнями. Многие люди были исцелены Иисусом Христом от многих болезней, включая грех, смерть и физические болезни. Пока я собирался проповедовать Евангелие Царства Божьего, Иисус делал больше, чем просто говорил о нем. На самом деле Он воскресил множество мертвых людей. Когда я говорю, что собираюсь все восстановить, я имею это в виду. Пожалуйста, поверьте мне и поверьте мне на слово. Каждый аспект вашей жизни, включая ваше здоровье, финансы, отношения и многое другое. Тем, кто следует за Богом, Он повелевает быть верными. Эта директива исходит даже несмотря на то, что их противник объявил войну им, их близким и всему, что у них есть. Даже если ваш враг начал на вас нападать, что-то мне подсказывает, что кто-то пытается вас обидеть. Однако это всего лишь знак того, что вы близки к осуществлению своей мечты и достижению поставленных целей. Я выражаю вам свое глубочайшее уважение и благодарность. Верьте, что у вас уже есть все, что вам нужно, и что все возможно. Удивительные вещи, которые поднимут вам настроение и покажут, что ваш потенциал безграничен. Верьте, что все ваши мечты могут сбыться, что у вас есть все, что вам нужно, и что вы можете сделать все, что захотите. Сохраняйте уверенность в силе потенциала и в том, что все возможно. Надеюсь, что вы примете к сведению мою просьбу и ответите положительно. Доверьтесь сказанному и полностью доверьтесь мне. Как бы ни было тяжело, я хочу, чтобы ты знал, что тебя любят, что мы справимся с этим как пара, и что моя любовь к тебе никогда не поколеблется. Сегодня вечером для меня будет честью, если ты поверишь мне и позволишь обнять тебя. Ваши руки будут наполнены благословениями, и я сниму ваше напряжение. Доверьтесь сказанному и полностью доверьтесь мне. Прошу тебя, Боже, излей на меня свою милость и мудрость во имя Иисуса Христа. Помогите мне принимать правильные решения, направляя меня на правильный путь, и я буду усердно работать, чтобы выполнить задачи, которые вы мне дали. Я всегда думаю о тебе, когда принимаю решения. Как бы тяжело вам сейчас не было, доверьтесь мне и сроку, который я установил для всего. Какими бы трудными ни казались сейчас вещи, поверьте мне, я это понимаю. Сделав красивое благодарственное пожертвование на сумму до $100, вы можете выразить свою любовь и благодарность Богу. Ваша текущая ситуация начнет быстро улучшаться, если вы доверитесь мне, и вы увидите, что улучшения произойдут очень скоро. В то же время не забудьте дать себе время насладиться рассветом нового дня. Более того, я отдаю себе отчет в том, что причин поражения не будет со мной. Ваша воля также сделала сегодняшний день реальностью, и я бесконечно вам благодарен. Если у меня есть возможность выжить в этой жизни, я подчиняюсь Твоей воле, Господи, ибо это очень необходимо.
Предполагая, что вы не можете принять это как истину, хотя бы ради своих близких, вам следует в это поверить. В целом ситуация на планете очень нестабильна. Сильная вера и сила молитвы имеют первостепенное значение. Если вы действительно чего-то хотите, вы можете попросить об этом Бога, и если Он согласится, вы получите это во имя Иисуса. Учитывая, что я уже предоставил вам все необходимое, вы не можете желать никакой другой услуги. Потому что я представил все необходимые доказательства, чтобы вы поверили мне на слово. Несмотря на все трудности, я был рядом с тобой, и это уже начало проявляться в твоей жизни. Вам не нужно больше ничего спрашивать, потому что я уже удовлетворил все ваши потребности. Кроме того, я позабочусь о том, чтобы вы и ваши близкие были хорошо защищены. Ты можешь быть уверен, что я всегда буду рядом с тобой, несмотря ни на что. Когда тебе что-то было нужно в прошлом, я давал это тебе. Вы, ваша семья и все, кого вы уважаете, находитесь под моим присмотром. В будущем сохраняйте мужество и помните, что я всегда с вами. Поверь мне, когда я скажу тебе, что никогда не оставлю тебя и не проигнорирую тебя. Надежный фундамент, на который вы можете рассчитывать, я буду рядом с вами, несмотря ни на что. Поверь, что я всегда буду верен тебе. Ты можешь рассчитывать на то, что я буду рядом с тобой, несмотря ни на что. Можете быть уверены, что я никогда не предам вашего доверия. Я здесь, на кого вы можете положиться и ответить на все ваши запросы. Я никогда не оставлю тебя, я буду твоей скалой. Я помогу тебе оставаться сильным и найти способ преодолеть любые трудности, которые встретятся на твоем пути. На каждую вашу просьбу есть ответ во мне. Теперь пришло время начать новую главу в моей жизни. Поэтому, прежде чем перейти к следующей главе моей жизненной истории, я закрою эту. Дорогой, Небесный Отец, в моей жизни наступил поворотный момент, когда я готов начать все сначала. За это вы заслуживаете всей благодарности, которая по праву принадлежит вам. Я прошу вас вести меня шаг за шагом, пока я беру на себя больше обязанностей. Пожалуйста, Боже, покажи мне, как прожить свою жизнь, чтобы я мог получить Твою благодать и любовь. Ваша помощь в этом вопросе очень ценна. Мы будем вечно благодарны за всю любовь и заботу, которые вы оказывали нам на протяжении всего нашего сотрудничества. Умоляю Тебя, Господь, сохрани меня от лени в том, что мне следует делать, чтобы я мог часто говорить с Тобой и пить из источника вечной жизни. Очень благодарен, какой бы безнадежной ни казалась ситуация, Бог прокладывает путь к вашему благу, а также работает в вашу пользу. Хотя сейчас трудно себе это представить, но сегодня Господь явит вам свою благосклонность и благодать. Сосредоточьтесь на том факте, что Бог является высшей властью и что все находится под Его контролем. Если сатане удастся контролировать вас, все счастье, удовлетворение и удовольствие в мире не смогут спасти вас от него. Однако на самом деле это указывает на то, что вы приближаетесь к своим первоначальным целям. Так что сохраняйте решимость и двигайтесь вперед. Физическое, духовное и финансовое исцеление – это та область, где вы отчаянно нуждаетесь в нем. Я знаю, что вы уже некоторое время сталкиваетесь с различными препятствиями. По мнению Бога, вы не должны позволять обидам, причиненным вам, диктовать ваше поведение по отношению к ближним.
включаются моральные и телесные повреждения. При этом знайте, что есть люди, которые действительно не хотят причинить вам боль. Осознание того, что вы раскрываете свое существование и дарите свои дары своим людям только в самые мрачные моменты их жизни, и что вы хотите научить их этому, является значительным прогрессом. Мы обработаем ваш запрос в соответствии с вашим запросом. Пожалуйста, знайте, что я буду молиться о силе продолжать ту прекрасную работу, которую вы делаете. Вы достигли своей цели уложиться в отведенный вам трудный срок. К этому моменту вы должны начать видеть чудеса, происходящие вокруг вас. Вы обнаружите, что после использования этих чудес все становится проще. Их непоколебимая вера в Бога позволила случиться всем этим чудесам. Эти эпизоды исцеления происходят в вашем районе уже некоторое время. Без сомнения, я принял немыслимое решение попытаться сделать тебя самым удачливым, счастливым и здоровым человеком на свете. То, о чем вы молились, будет дано вам по Господу. Я знаю об этом, потому что был внимателен к вашим молитвам. Ваши молитвы по поводу бритья и сообщают мне лично о вашем существовании. Я это хорошо знаю. Я внимательно следил за вашими молитвами об этом с тех пор, как вы молились об этом, и слушал. Был доставлен. Моему вниманию вот и все. Я полностью осознаю стандарты, которые вы установили для меня для выполнения задач, которые вы мне поручили. Как только вы утром откроете глаза, неповторимое чудо обрушится на вас, как товарный поезд, полный кирпичей. Все подготовлены к тому, чтобы это необычайное событие произошло в будущем. Множество веских причин мыслить позитивно и множество причин для людей. Появится чувство надежды и оптимизма. По этому поводу не беспокойтесь, потому что, что бы ни случилось, вы можете рассчитывать на мое благословение. Для меня было бы очень много значить, если бы вы могли нажать кнопку «Поделиться» и рассказать об этом видео своим друзьям. Удачи, если вы верите, что подавляющее большинство людей действительно хотят помогать другим и делать все возможное. Будьте уверены, я вас поддержу. Удачи, если вы верите, что подавляющее большинство людей действительно хотят помогать другим и делать все возможное. Будьте уверены, я вас поддержу. Если вы исчерпали все другие варианты и все еще застряли, я здесь, чтобы помочь вам пережить это трудное время. Ты можешь рассчитывать на то, что я утешу тебя и высушу твои слезы. Господь передал нам эти слова и дал нам престиж. Они реальны и авторитетны, и Он дал нам разум, чтобы понять их. Независимо от того, насколько сильно я вам нужен, я буду рядом с вами, чтобы помочь вам в это трудное время. Учитывая, что я желаю остаться там и занять позицию, несколько близкую к вашей, пожалуйста, воздержитесь от переезда. К тому же, я не смогу оторвать от тебя взгляда ближайшие 3 дня. Завтра мир станет для вас очень ясным, и все начнет выстраиваться так, как должно. Это будет продолжаться в течение следующих 3 дней. Даже если ты не смог осуществить свои планы, Бог уберег тебя от вреда. Ваше творение позволило Ему осуществить их самостоятельно. Сегодня Бог общается с вами. Вы были избраны Богом, чтобы принести благословение широкому кругу людей по всему миру. Сохраняйте позитивный настрой и не позволяйте негативным мыслям одолеть вас.
Вы не несете ответственности за свою ситуацию. Просто дай мне секунду твоего терпения. Мы должны держаться истины о том, что Бог присутствует, несмотря ни на что. Верьте в Него всем своим существом. На самом деле все, что происходит в бесконечно огромной Вселенной, происходит именно тогда, когда должно. Если вы хотите увидеть чудесные события в своей жизни, посмотрите это видео от начала до конца. Вы должны сохранять свои силы, верить тому, что я говорю, постоянно молиться и доверять Богу. Остается только поверить мне. Вы близки к тому времени, когда добьетесь успеха. Бог говорит вам прямо сейчас. Главное – оставаться сильным, верить тому, что я говорю, часто молиться и доверять себе. В течение своего дня я прошу Тебя, Господь, следить за моим эмоциональным и психическим благополучием. Вы сможете достичь всего, чего намеревались сделать, если посчитаете, что у вас более чем достаточно способностей. Прошу Тебя, Господи, позаботиться о моем эмоциональном и душевном благополучии. Помогите мне увидеть мир через призму любви вместо ненависти, веры вместо страха, позитива вместо негатива и самоотверженности вместо эгоизма. Вместо того, чтобы сосредоточиться на личной гигиене и ни на чем другом, моя склонность быстро отвлекаться делает что-то грязным. Пожалуйста, помогите мне предотвратить повторение этого. Я окружен другими людьми. Я хотел бы заранее выразить свою благодарность за вашу помощь в этом отношении. В молитве вы общаетесь со мной, и я слушаю вас. Будьте уверены, что мой ответ будет адаптирован специально к вашим потребностям в данных обстоятельствах. Присоединяйтесь к нашей семье Двадрвайн, подписавшись на наш канал. Если вы верите в Бога, постарайтесь не обращать внимания на возможность того, что что-то может произойти завтра или послезавтра. Я прекрасно осознаю все чудесные вещи, которые произойдут с тобой в не столь отдаленном будущем. Если ты доверяешь мне и принимаешь мое слово, быть со мной никогда не будет проблемой. Неожиданные возможности часто открываются в самый неподходящий момент. Всегда оставайтесь открытыми и дружелюбными. Я здесь, чтобы успокоить и ободрить вас, но я буду вашим источником силы, когда вы слабы, утешу, когда вам грустно, и буду надеяться, когда вы безнадежны. Поскольку я Бог, ты никогда по-настоящему не будешь одинок. На самом деле, я могу сделать, казалось бы, невозможное. Поверьте, что я могу повлиять на результат и активно ищу решение проблемы. Просто чтобы ты знал, что я могу добиться успеха, никогда не отвлекайся. Но заботы этого мира сосредоточены только на мне. Когда дело доходит до инициативности и искренности, никто не является более активным, чем я. Никто другой не может сравниться с нами. Присоединяйтесь ко мне в этом путешествии, и я покажу вам путь к вечной жизни. Мне очень жаль, что все так обернулось. Я понимаю, жизнь не всегда безоблачна. Я понимаю, что иногда хочется сдаться. Однако знайте, что я буду вашим постоянным спутником, несмотря ни на что, потому что вы были созданы по образу Божьему. Вы одновременно страшны и очаровательны. Я наделил тебя множеством уникальных талантов, способностей и навыков. Я надеюсь, что вы воспользуетесь этими дарами с пользой для служения другим и мне.
Вы можете быть уверены, что я буду рядом с вами и удовлетворю все ваши потребности, отражая уникальное для меня великолепие. Поскольку я уже нашел лекарство, завтра ничего важного не произойдет, так что можешь расслабиться. Ответ, который вы искали, уже не за горами, так что не останавливайтесь и продолжайте идти. Знай, что я не останусь незамеченным, хорошо ли пойдут дела или плохо. Знай, что я буду рядом, чтобы поддержать тебя, и что ты никогда по-настоящему не останешься один. Выберите «да», если вы разделяете это мнение. Писание указывает, что это происходит из-за безмерной любви Бога к земле. Он принес в жертву своего единственного Сына, чтобы все, кто надеется на Него, не погибли, а имели вечную жизнь. Дословный перевод таков: Бог отдал в жертву своего Сына, потому что Тот очень любил мир. Если ты так думаешь, ты можешь прийти ко мне. Вы достигли критической точки из-за мыслей об отчаянии, утрате и ненависти к себе. Я буду для вас источником вечной радости по обещанию Божьему. И если вы чувствуете, что натыкаетесь на стену, приходите ко мне, когда тяжесть отчаяния, безнадежности и отчаяния утомляет вас до костей. Вместо этого я облегчу всю вашу боль и беспокойство. Я принесу вам физическое и душевное здоровье, безграничное счастье и спокойствие. Бог дает вам возможность начать все сначала, покончив со всеми негативными привычками, которые у вас были. Приготовьтесь и подготовьте свое сердце к выходу во имя Иисуса. Скоро начнется новая глава вашей жизни. В этом месяце вы почувствуете себя сильнее, чем когда-либо, и будете осыпаны благословениями, процветанием и божественной силой. Ваше финансовое положение улучшится, ваша земля расширится и откроются новые возможности. Благодаря мне в вашей жизни вот-вот произойдет что-то поистине необыкновенное. Благодаря этому чуду завтра рано утром вы достигнете небывалого успеха. А ты? Если вы сможете достичь этого нового уровня успеха, это принесет беспрецедентные изменения в всю оставшуюся жизнь. В вашей жизни больше не будет вещей, которые беспокоят вас, и вы добьетесь больших успехов в своем личностном росте. Благодаря этому чудесному развитию событий ангелы прямо сейчас присматривают и защищают вас, поэтому будьте уверены, что скоро ситуация улучшится. Дела быстро наладятся, так что вы сможете расслабиться. Самое главное – постоянно освобождать место в своем сознании. Благодаря усердной подготовке вы будете открыты для новой информации. Пройдет совсем немного времени, прежде чем вы увидите возможность, которую искали. Как только вы вложите в это свои усилия, это станет реальностью. В ближайшие дни вас ждет множество благ, включая захватывающие новости, чудесные события, новаторские идеи, революционные открытия и многое другое. Не бойтесь. Я буду с тобой. Не расстраивайтесь, я твой Бог. Я укреплю тебя благодатной силой моей правой руки. Я поддержу тебя и помогу тебе. Не бойтесь, я буду с тобой. Не падайте духом, ибо я Бог, который с вами. При этом слушание Евангелия Христа – единственный способ обрести веру. Слушание Евангелия – единственный способ принять послание. Итак, слушание слова Христова – единственный способ стать верующим. Это было задолго до того, как вы имели хотя бы смутное представление о своих целях в жизни.
Ваше путешествие на эту планету и время, которое вы проведете, живя здесь, на Земле, уже запланированы Богом. В эту стратегию включено время, которое вы проводите в полете в космосе, и время, которое вы фактически живете на Земле. Поверьте в Бога, написав «Аминь». Не бойтесь, я гарантирую вашу безопасность. Я защищу тебя от бед и опасностей. Если произойдет что-то ужасное, отключитесь как можно скорее, и я попрошу своих ангелов-хранителей присмотреть за вами. Поверьте мне, я буду защищать вас. Не бойтесь, я гарантирую вашу безопасность. У меня есть для вас самая идеальная идея подарка, и я хочу поделиться ею с вами. Я проведу с тобой всю вечность на небесах, потому что мой Сын Иисус Христос умер за тебя на кресте. Ни один подарок не сможет сравниться с этим. Вот почему я думаю, что вам важно знать это сразу. Пожалуйста, провозгласите миру, что наш Бог – могущественное божество. Помните, что вы умерли вместе с Христом на кресте, и все, с чем вы сталкиваетесь сегодня, ничто по сравнению с Его силой. Христос теперь живет в тебе, и у тебя больше нет собственной жизни, потому что ты веришь в Сына Божьего, который так сильно возлюбил тебя, что пожертвовал собой ради тебя. Вы способны прожить эту жизнь. Вы больше не единственный живой, Христос живет в вас. Это ваша жизнь, потому что вы верите в Сына Божьего, который так сильно любил вас, что пожертвовал собой ради вас. Ты очень важен для меня, и я буду рядом с тобой, несмотря ни на что. В то же время я планирую и надеюсь на лучшее для его будущего и внимательно слежу за ним. Эти стратегии совершенно безвредны и не причинят вам вреда. Его истинная цель – улучшить вашу жизнь и дать надежду на будущее. Я осыпаю вас благословениями, которые превзойдут ваши самые смелые мечты. Желание принять это является признаком веры. Я собираюсь существенно изменить нынешнее состояние вашей жизни. Методы, которыми я благословлю вас, превзойдут ваше самое дикое воображение, если вы открыты для их принятия и доверяете им. Я никогда не оставлю тебя и не покажу тебе путь к безопасности. Уверяю вас, что если вы доверяете мне, будьте уверены, что я всегда проведу вас к свету и никогда не подведу. Если ты мне доверяешь, клянусь, я отведу тебя в безопасное место и никогда не оставлю. Желаю вам жизни, полной благословений и возможности открыть для себя радость во всех ее аспектах. Пусть вы получите много благословений и проживете жизнь, полную радости и восторга. У любого, кто испытывает подобные чувства, ваши высказывания создадут впечатление, что вы переживаете трудные времена. Я хочу, чтобы вы знали, что я готов оказать поддержку, пока вы преодолеваете разочарование и беспокойство, вызванные этим обстоятельством. Я тот, кому вы должны доверять, а не тому напряжению, которое вы сейчас испытываете. Я подарю тебе вечное спокойствие, которое поможет тебе преодолеть трудные времена. Сделав этот шаг, вам будет легче справиться с трудностями, с которыми вы сталкиваетесь. Мне разрывается сердце, когда я знаю, что некоторые из вас борются со здоровьем или финансовыми проблемами. Я знаю об этом, и это также разбивает мне сердце. Узнайте, что указано в ваших медицинских заключениях и кредитных отчетах. Несмотря на мое желание, чтобы вы поняли, что я главный, ваши слова меня не ограничивают.
Будьте уверены, именно я смогу восстановить ваше здоровье, дополнить вас и удовлетворить все ваши потребности. Я, Божество, обладаю способностью исцелять. Пусть этот месяц будет наполнен множеством благословений для вас и ваших близких. Доброта и любовь – это тоже то, чего я желаю. У меня есть для вас новые идеи, которые могут улучшить вашу жизнь. Все, что вам нужно сделать, это рассмотреть возможность того, что ваша личная и профессиональная ситуация будет продолжать улучшаться в ближайшие годы. Если вы мне доверяете, я найду выход из любой ситуации, какой бы отчаянной она ни была. Рассмотрите эту альтернативу, уверяю вас, что агония закончится, если вы доверитесь мне. Вы почувствуете чувство ослабления и появления новых возможностей. Даже если ситуация кажется безнадежной, если ты мне поверишь, я найду решение. Быть тем, кто создал все, дает мне полную власть над всем, включая тебя. Это потому, что мир создан мной. Будьте уверены, я позабочусь о нуждах вашей семьи, урегулирую ваши финансовые обязательства и облегчу ваше разбитое сердце. В то же время я буду помогать вам согласно тому, что сказал Бог. Простого вопроса будет достаточно, так как проблема, которая вас долго мучила, вскоре разрешится. Этим будут смягчены опасения по этому поводу. На этой неделе вы можете полностью расслабиться. Будьте внимательны к любым серьезным изменениям в траектории вашей жизни и будьте готовы быстро отреагировать. К концу этой недели Бог одарит вас большим количеством возможностей, финансовых благословений и улучшений, чем вы можете себе представить. Все эти вещи будут твоими. Такое поведение по отношению к вам является результатом его огромной привязанности к вам. Мне нужна ваша помощь в распространении информации, поэтому, пожалуйста, поделитесь этим видео, и я ценю это. Даже если вы сейчас переживаете трудные времена, знайте, что Бог с вами. Вы можете быть спокойны, зная это, и это должно вас утешить. Даже когда ситуация становится трудной, Он будет рядом, чтобы помочь вам. Вы можете верить в Него, чтобы всегда отойти в сторону и позволить Богу завершить свою удивительную работу. Расслабьтесь и освободите время в своем календаре. Он уже начал вмешиваться в вашу жизнь. Вы будете вознаграждены за это. Время от времени вам может потребоваться временно приостановить движение до тех пор, пока маршрут не станет свободным и безопасным для продолжения. Пока у меня есть время, я не перестану этим заниматься. Я воздержусь от этого до крайней необходимости. Никогда не забывайте, как важно нравиться организаторам поездки. Это особенно верно, если учесть, что ничто из того, что предназначено для вас, не может позволить вам упустить возможность почувствовать это. Ваше нынешнее психическое и эмоциональное состояние являются двумя наиболее влиятельными факторами, определяющими ваше будущее. Волноваться. Это еще больше усугубляет и без того сложную ситуацию, поэтому будьте осторожны с обоими. Когда люди счастливы, их общий уровень удовольствия возрастает. Для разнообразия постарайтесь не стрессовать и вместо этого позвольте себе быть счастливым и в гармонии с жизнью. Это то, на чем вам следует сосредоточиться. Драки – не ваше дело, Бог будет иметь дело с теми, чье поведение отражает его глубокие убеждения. Все, что вам нужно, это сохранять спокойствие.
Господь смотрит на тех, кто идет прямым путем. Бог, способный на гораздо большее, чем мы можем себе представить, заслуживает всей славы и хвалы, которые мы можем собрать. Невероятная сила, действующая внутри нас, единственная причина хотя бы отдаленно рассматривать такую возможность. Благодаря огромному потенциалу, который существует в каждом из нас, Бог может это сделать. И если вы сможете сохранить свои силы, Бог показал вам, что до объявления вашего триумфа осталось всего несколько шагов. Мы учли ваши пожелания и готовы ответить вам так, как вы даже не можете себе представить. Все ваши пожелания были должным образом зафиксированы и учтены. Клянусь, что никогда и ни в чем не разочарую тебя и должен сдержать эту клятву. Проще говоря, ты центр моей вселенной, и моя любовь к тебе не знает границ. Ты мне очень дорог, и моя любовь к тебе безмерна. Надеюсь, вы никогда не задаетесь этим вопросом. Бог хочет, чтобы мы были близки друг к другу, следовательно, это побуждает вас делать именно это. И если вы честно приложите усилия, чтобы служить другим, Вселенная щедро вознаградит вас. В обмен на ваше доверие ко мне и ваше покорное поведение в моем присутствии, я принесу вам материальный успех. Вы не должны позволить своему мужеству и решимости подвергаться испытанию, потому что я буду рядом, чтобы поддержать вас. Что бы ни случилось, я искренне надеюсь, что вы не исключите возможность того, что мои усилия принесут свои плоды. Я немедленно отплачу за непоколебимые обязательства, которые вы оказали мне, предложив свою помощь. Я могу помочь вам полностью раскрыть свой потенциал. Вы – главное событие моего дня, и вскоре вы почувствуете себя ошеломленными альтернативами иметь множество людей под рукой. Какой фантастический поворот событий, то он начинает отражать удачу и удачу. Тем, кто верит, вера в то, чего они не видят, может принести благословение на следующем этапе их жизни. И если предположить, что вы выйдете в следующую фазу с большей уверенностью и меньшей неуверенностью, то, что вы живы, это дар Божий, и вы должны быть благодарны. В нынешней ситуации абсолютно нет места случайностям. Вскоре вам очень повезет, и это изменит всю вашу жизнь. Поскольку медитация помогает людям стать более честными и ясными, именно поэтому она поможет им сформировать настоящие любовные отношения. Существенное и полезное улучшение вашего текущего финансового положения позволит вам обоим быстрее сформировать настоящую связь. Возможно исцеление на клеточном уровне. Психические способности человека иногда могут показаться внезапными скачками или толчками из-за роста. Место работы полно перспектив. То, что долгое время было для вас основным источником стресса, скоро будет устранено. Как только эта ситуация закончится, вы сможете продолжать жить своей жизнью без перерыва. Освобождение, возникшее в результате этой независимости, позволит вам продолжать свою жизнь без забот. В вашей жизни вот-вот произойдут большие перемены, так что будьте готовы. Я рассматриваю это как положительный признак того, что богатство вливается в мою жизнь, даже если я не ищу его активно и не пытаюсь получить за него деньги. В бесконечном разнообразии форм оно продолжает открываться мне. Я здесь, чтобы помочь вам, поэтому не стесняйтесь обращаться ко мне. Я никогда тебя не оставлю. Моя любовь к тебе настолько велика, что сегодня вечером я здесь. Я сделаю все возможное, чтобы вы выспались.
Пусть вас осыпает удача, невероятные приключения, любовные отношения, хорошее здоровье и изобилие благословений. Причина в том, что с вами произойдет что-то поистине волшебное. Я говорю вам это, потому что действительно хочу для вас самого лучшего. Вам дан еще один шанс на жизнь, и тот факт, что вы читаете это, показывает Богу, что вы обращаете внимание на то, что Он говорит. Сейчас самое время наслаждаться жизнью. Вы всегда стремились достичь своих целей. Не упускайте эту невероятную возможность ускользнуть из ваших пальцев. Вместо этого схватите его за шкирку и бегите с ним. Радость – это невероятная эмоция, и пребывание там подарит вам чувство удовлетворения, не похожее ни на что, что вы чувствовали раньше. Выберите «да», чтобы получить эту услугу. Я открою двери небес и залью все ваши желания и молитвы, которые вы таили все это время. Вскоре боль прекратится, вам не придется ждать очень долго. Быть счастливым, успешным и влюбленным быстро станет частью вас. Чувствовать себя фантастически и иметь возможности, которые приведут к новым захватывающим начинаниям, представленным вам в ближайшем будущем, вы найдете все эти вещи. Вам не придется долго ждать, чтобы ощутить радость, которую принес Иисус Христос в отношении вашего физического и духовного здоровья. Во время своих путешествий и проповеди о грядущем Царстве Божьем Он обращался к большим толпам людей по всему миру. Он избавил от этих людей различные болезни, грехи и даже смерть. В то время Иисус Христос посвятил свое служение проповедованию Евангелия и установлению Царства Божьего. Многие больные, грешные и даже умершие люди обрели облегчение благодаря Его служению. У Него была сила воскрешать определенных людей, потому что, по Его мнению, эти люди могли вернуться к своей нормальной жизни. Сохранение непоколебимого доверия ко мне имеет первостепенное значение на протяжении всей вашей жизни. Я был рядом с вами во всех трудностях, с которыми вы столкнулись, и я не могу бросить тебя. Как я всегда делал и буду делать в будущем, я буду внимателен к тому, что лучше для вас. Сохранение непоколебимой уверенности в себе имеет первостепенное значение. Для меня очень много значит, что ты можешь это сделать. Потому что именно вы позволяете мне достигать своих целей, и за это я вам благодарен. Сила, которая поддерживает меня, и фундамент, на котором зиждется моя уверенность, переданы вам. Нет слов, чтобы выразить, насколько я ценю все, что вы для меня делаете. Это ты исполняешь все мои желания, будьте уверены, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы знали, как много значит для меня ваша поддержка. Пожалуйста, позвольте мне пережить чудесные события, которые помогут мне пережить это трудное время в моей жизни. Чтобы пройти через это, я буду полагаться исключительно на них. Возможности того, что мы можем сделать с вашей помощью, практически безграничны, и я это прекрасно осознаю. Умоляю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, исполни мою просьбу. Я готов измениться со временем и освободиться от того, что мешает мне процветать, что больше не приносит мне пользы. Вдобавок ко всему, я достаточно гибок, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам, и достаточно самосознателен, чтобы видеть, когда что-то не помогает мне развиваться дальше. Чтобы создать пространство для настоящего и будущего, я готов отпустить то, что произошло в прошлом. На протяжении всей этой истории вы были рядом со мной.
Ты такой потрясающий, и слова не могут выразить, насколько я ценю все, что ты для меня делаешь. За это я искренне благодарен. У меня нет слов. Это прекрасная возможность поблагодарить вас за всю помощь и поддержку, которую вы мне оказывали на протяжении всего этого процесса. Ты был моей опорой каждый раз, когда я нуждался в тебе. Я очень благодарю тебя, Небесный Отец, я благодарю вас за все. И прошу у тебя прощения, если я согрешил. С другой стороны, если я позволю каким-либо плохим мыслям гноиться внутри меня, это помешает мне участвовать в великой работе, которую вы запланировали. Прости меня и дай мне благословение, которое ты запланировал для моей жизни. Позволь мне насладиться благословением, которое ты уже запланировал для меня, и, пожалуйста, прости меня, я прошу тебя, пожалуйста, прости меня. Я там, где начинается радость, ваши ожидания от мира нереалистичны, и в конце концов вы признаете тот факт, что это не так. Никто не должен чувствовать больше боли, чем вы уже чувствуете. Вот почему я умоляю вас обратиться ко мне. Будучи необыкновенной телесной формой, я являюсь источником всей радости. У меня высокая устойчивость к болезням. Отправляйтесь в путешествие, наполненное не только физиотерапией, но и предстоящими событиями. Вас ждет быстрая связь с нужным человеком. Катализатором всей этой последовательности будет триггер, непосредственная причина, приведенная в действие. Дополнительно вы получите крылья, которые позволят вам взлететь на небывалую высоту. Это подвиг, которого вы никогда прежде не совершали за все ваши годы, достижение высот, которые раньше были вам недоступны. Эти крылья классифицируют и возвышают высоты, которых вы достигли. Бог своим словом недвусмысленно заверяет нас, что Он обеспечит наши нужды. Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся, Бог желает быть с нами постоянно. Ты – главное событие моего дня. Ваше присутствие здесь, созерцание событий, разворачивающихся в вашей жизни, освещает ваше существование. Это служит божественным знаком, который тренирует ваш разум к радостным мыслям, тем самым регулируя ваш ментальный ландшафт. Прямо сейчас все, что вы задумали, сбывается. Хотя эмоциональные и физические затраты на помощь другим велики, молитва о силе сохраняется. Ваш запрос принят, и мы действуем по вашему желанию. К вам обращена молитва о силе продолжать проделанную вами похвальную работу. Сложные сроки были преодолены, и поставленные цели были достигнуты. Чудеса, как благоприятные, так и вдохновляющие, должны проявляться, когда все взоры обращены на вас. Опубликуйте эти чудеса, и вы увидите улучшение благодаря своей непоколебимой вере в Бога. Эти чудеса осязаемы и возможны. Что-то экстраординарное быстро приближается, будьте готовы, потому что это скоро произойдет. Вездесущая сила работает над тем, чтобы соединить вас со своей второй половинкой, отвечая на ваш запрос. Их связь гарантирует счастье и удовлетворение независимо от времени и места. Этот человек уже давно мечтает разделить с вами радость, и его приверженность остается непоколебимой. Поверьте мне на слово, потому что оно совпадает с вашим. Сегодня Бог передает это послание, укрепляя уверенность в вашей способности достичь своих целей и стать свидетелем выдающихся достижений.
Как только все закончится, продолжайте с энтузиазмом и решимостью, зная, что вы созданы друг для друга, и впитывая его слова. Зная, что не все понимают его высказывания, вполне разумно, что некоторые могут быть озадачены его высказываниями. Ваши целенаправленные усилия гарантируют, что ничто не помешает вашему прогрессу и не повлияет на вашу мотивацию. Я понимаю твое выражение лица, потому что оно делает мой день ярче. Ожидайте, что ваше чудо уже в пути и скоро прибудет к вам. Перестаньте нервничать и приготовьтесь к большим переменам в жизни на горизонте. Ваше решение пойти по этому пути увеличивает ваши шансы на успех. Проблемы останутся в прошлом для вас и ваших близких. Это вечная истина. Скажите «Аминь», если вы верите в Божий замысел. Божественное руководство говорит вам немедленно начать совершенствоваться. Это сообщение будет доставлено вам сейчас. Активно работайте над тем, чтобы не концентрироваться на результатах, чтобы двигаться вперед. У вас было достаточно уведомлений, чтобы подготовиться к этому дню. Будьте уверены в вечной любви, дарованной вам. Пожалуйста, знайте, что вы находитесь в моих молитвах и что моя любовь нерушима. Ваши молитвы услышаны, и мое непоколебимое присутствие с вами. Доверься моей любви, и вскоре на тебя снизойдут благословения. Раскройте свои объятия, чтобы получить, пока они еще в пути. Отправьте «да», чтобы продемонстрировать. Спасибо за ваше время. Подпишитесь на более божественные сообщения.